Следующий хадис, последний хадис в этой главе от Ибн Мас'уда, ради Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Аллахумма кама ахсанта халки фахассин хулуки». О Аллах, так же, как Ты сделал прекрасный мой облик, так же сделай прекрасным мою нравственность. Этот хадис, который передал имам Ахмад, Ибн Хиббан сказал, что хадис достоверный. Шейх Аль-Альбани назвал хадис достоверным. И так сказано: «Аллахума кама ахсанта халки фахассин хулуки». О Аллах, как Ты сделал прекрасным мой внешний облик, так же сделай прекрасным мою нравственность, мой внутренний облик. Человек, он создан Аллахом Субхану ва Тааля в прекрасном обличии, прекрасным образом. Какой бы человек ни был с точки зрения окружающих некрасивым, люди говорят: ну он какой-то некрасивый, вот этот симпатичный, этот некрасивый, да? Какой бы он ни был некрасивый, все равно он прекрасен. Прекрасен по тому, как он сотворен Аллахом Субхану ва Тааля. Человек, отдано ему предпочтение из всех творений Аллаха Субхану ва Тааля, что он наделен вот этим прекрасным обликом. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лакад халакна л-инсана фи ахсани таквим». Мы создали человека в самом лучшем виде. Он отличается от других творений. Он выше других творений. Еще доказательство. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Лакад халакна л-инсана фи кабад». Создали мы человека фи кабад. Фи кабад что значит? Значит в возвышенном образе. Мы создали человека в возвышенном образе. «Лакад халакна л-инсана фи кабад». Слово «кабад» есть и другой тафсир этого слова. «Кабад», то есть, значит, создали человека в заботах, преодолевающим заботы, в трудах. Два смысла у этого слова. Два смысла у этого аята. Какой аят? О каком аяте сейчас речь идет? «Лакад халакна л-инсана фи кабад». Мы создали человека фи кабад, то есть в высшем образе, возвышенном образе. Второй тафсир: преодолевающим что? Трудности, встречающимся с заботами в этом мире. И так, как бы то ни было, человек, он создан прекрасно. И пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому говорил: «О Аллах, как Ты сделал прекрасным мой внешний облик, хальк, также сделай прекрасным мой внутренний облик, мою нравственность, хулюк». Сколько есть людей, которые красивые внешне. То есть, когда смотрят, они говорят: ну, такой приятный человек, красивая внешность у него, но отвратительная нравственность у человека. Внутренний облик мерзкий. И вот этот вот мерзкий внутренний облик, он затмевает собой его внешнюю красоту. Перекрывает. Эту внешнюю красоту не видно уже. Если первое впечатление было: человек приятный, человек красивый, но вот этот его внутренний отвратительный облик, он что затмевает полностью эту красоту. Человек перестает быть красивым. И сколько бывает случаев наоборот, обратных этому. Человек внешне не очень красивый. Некоторые говорят: ну совсем некрасивый. Но из-за его нравственных качеств прекрасный. Этот человек видится прекрасным. Свет вот этот изнутри льется и делает его прекрасным. Пусть он не какой-то красавец внешний. Поэтому эта дуа очень, на самом деле, эта мольба пророка, алейхиссалату вассалам, она очень важна. О Аллах, как Ты сделал прекрасный мой внешний облик, так же сделай прекрасный мой внутренний облик. И если в человеке встречается прекрасный внешний облик, прекрасный внутренний облик, это еще лучше. Хорошо? Но мы не должны забывать об этом дуа. Какие выводы мы делаем из этого хадиса? Во-первых, важный вывод, касающийся акиды ахля сунна валь джамаа. Акида ахля сунна валь джамаа — это указание на один из видов тавассуля. Что такое тавассуль? Тавассуль — это упоминание в дуа чего-то такого, посредством чего человек надеется добиться расположения Аллаха Субхану ва Тааля и ответа на свою мольбу. Это тавассуль. Тавассуль — вещь, дозволенная в исламе, но строго в тех рамках, на которые указывают Коран и Сунна.
Любой вид тавассуля, на который нет указания в Коране и Сунне, это запрещено, это бид'a, это ересь, и может быть даже это быть ширком, многобожием или куфром. Хорошо? Здесь, в этом хадисе, указывается на дозволенность одного из видов тавассуля. Один из важных видов тавассуля. Какой тавассуль? Посредством чего? Посредством действия Аллаха Субхану ва Тааля. Человек в дуа говорит: «О Аллах, ты сделал то-то и то-то. Как ты сделал это? Я прошу у тебя, чтобы ты и дал мне это. Ты сделал так же со мной». Хорошо? Это тавассуль посредством действия Аллаха Субхану ва Тааля. В данном хадисе что сказано? «О Аллах, ты сделал прекрасным мой внешний облик». Ты упоминаешь о действии Аллаха Субхану ва Тааля, его милости, что Он сделал прекрасным твою внешность, прекрасной твою внешность. Как ты сделал прекрасным мой внешний облик, так же, что сделай внутренний облик прекрасным. Еще примеры такого тавассуля посредством действия Аллаха Субхану ва Тааля. Дуа, который мы произносим в каждом намазе. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и семью Ибрахима. Это дуа не значит, что мы просим для пророка такое же благословение, как для Ибрахима. Или вот Ибрахим был благословенным, и сделай такого же пророка, саллаллаху нашего. Да нет. Это тавассуль посредством действия Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что сравнение, братья, оно всегда означает умаление того, что сравнивается, в отношении того, с чем сравнивается. То есть, если сказано про кого-то «ты как такой-то», это подразумевает что? Что ты похож на него, но ты меньше, чем он. Хорошо? Поэтому это дуа не нужно понимать как сравнение благословения, которое получит пророк, алейхиссалату вассалям, с благословением, которое получил Ибрахим, алейхиссалату вассалям. Хорошо? А как что? Как тавассуль. Приближение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством упоминания его действия. «О Аллах, ты благословил Ибрахима и семью». И также благослови. Как ты благословил Ибрахима? Ты благослови Мухаммада и его семью. Итак, тавассуль посредством действия Аллаха Субхану ва Тааля – это один из видов шариатских видов тавассуля. Другой вид из этого хадиса – восславление Аллаха Субхану ва Тааля. Побуждение к восславлению Аллаха. Это называется сана, то есть упоминание о благих, об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, возвышенных атрибутах Его и именах Аллаха Субхану ва Тааля, и упоминание о милостях Аллаха Субхану ва Тааля, признание человека милости Аллаха. Откуда у Аллаха сделал прекрасным мой внешний облик, признание милости Аллаха Субхану ва Тааля. И в этом хадисе, братья, есть побуждение от пророка, алейхиссалату вассалям, к чему? К очень важной вещи. Просить у Аллаха хорошего нрава для себя, благонравия. Это не одна мольба, где пророк, алейхиссалату вассалям, просит для себя благонравия, где он учит просить для себя благонравия. Таких дуа много на самом деле. Внимательно отнеситесь к этим дуа. Многие ли из нас просят у Аллаха для себя хуснуль хулук, благонравия? Да, многие стараются приобрести благонравие, стараются искоренять какие-то плохие качества из себя, которые есть в нем. Да, многие, хамдулилля, стремятся к благим нравственным качествам. Но многие ли просят у Аллаха Субхану ва Тааля благонравия для себя? Многие ли понимают, что его борьба за благонравие, она будет безуспешна, если не будет помощи от Всевышнего Аллаха? Если ты обретешь благонравие, или продвинешься в приобретении благонравия вперед, то это тебе принесет счастье. Потому что человек, который имеет хороший нрав, он действительно счастлив. Представьте, человек, который имеет плохой нрав, человек, который постоянно сердится, раздражается, гневается, постоянно недоволен, постоянно какие-то конфликты у него с людьми. Разве счастлив такой человек? Нет. Наоборот, человек, который, альхамдулилля, благонравный, он, который не гневается. Если и гневается, то его гнев что? Быстро гасится, находит правильное выражение. Такой человек счастлив. Он счастлив в этом мире, и его ожидает великая награда от Аллаха Субхану ва Тааля в мире вечном. Это что касается данного хадиса и данной главы.